Всем привет! Опасность может подстерегать человека на каждом шагу. Никогда не знаешь, что может произойти в следующую секунду. Может, на голову упадет кирпич, или вы случайно подавитесь косточкой. Тем не менее, на свете существуют места, где следует проявлять максимальную осторожность. Многие люди расстались с жизнью или поплатились здоровьем за то, что недооценили всю серьезность ситуации. Итак, давайте взглянем на эти места. Но помните, посещение каждого из них может стоить вам жизни. Поехали! Долина смерти. Долины смерти встречаются во многих регионах, но в сегодняшний список мы внесли именно эту, расположенную на Камчатке в России. В восточной части полуострова расположен активный действующий стратовулкан Кихпиныч. У его основания в верхней части реки Гейзерной находится одно из самых опасных мест на Земле. Официально долину смерти обнаружили в 1975 году. Сделали это лесник Каляев и вулканолог Леонов. Участок длиной в 2 километра и шириной в несколько сотен метров убивает любое животное или птицу, которые ступают на его территорию. Причина смерти всегда одна – это удушье. В выходящих из Земли газах большую часть составляет углекислый, также есть много сероводорода. Эти газы постепенно накапливаются и оказывают медленное отравляющее действие. Есть свидетельства о присутствии и более быстродействующих веществ, предположительно синильной кислоты и ее производных. Они вызывают паралич дыхательного центра и тоже приводят к смерти. Все начинается с таяния снега по весне. С первыми теплыми лучами в долину смерти приходит мелкая живность вроде грызунов и зайцы. В поисках пищи они просто не выдерживают дозу отравы. Затем с гор спускаются более крупные обитатели, питающиеся трупами умерших животных, стоящих на более низкой ступеньке в пищевой цепи. И, конечно, они тоже становятся жертвами газов. За многие годы, потраченные на изучение долины, ученые находили здесь множество обитателей: рысь, лисицы, росомахи, вороны, орланы, медведи. Никто, даже самые крупные особи, не смог выжить. Дорога в Андах. Анды – самая длинная горная цепь в мире. Здесь невероятно красиво и можно встретить уникальных животных. Но в то же время это место представляет серьезную опасность для человека. Особенно, если вы решите прокатиться на автобусе. Ежедневно его водитель подвергает себя смертельному риску, садясь за руль. Он везет своих пассажиров по узкой дороге, в любую секунду рискуя сорваться в пропасть. При такой работе важна максимальная концентрация, но даже оказаться на месте пассажира этого автобуса – угроза для жизни. Тем не менее, местные жители, похоже, не видят в происходящем ничего особенного. А вы бы рискнули? Королевская ванна. Гавайские острова запросто могут считаться настоящим раем на земле. Здесь потрясающая природа, песчаные пляжи, ласковые воды океана, невероятные виды. В общем, все, что только нужно для отличного отдыха. Один из островов носит название Куаи. Из-за густых тропических лесов за ним закрепилось прозвище «Остров Сад». Но на Куаи есть место не только безобидным красотам природы. Побывав в некоторых областях этого острова, можно запросто расстаться с жизнью. Особенную опасность представляют природные бассейны. Взгляните на один из них под названием «Королевская ванна». Он был сформирован в скалах на берегу Принсвилла много лет назад и заполнен кристально чистой водой. Здесь плавают тропические рыбы, так что вы можете почувствовать себя в ванной для королевских персон и в аквариуме одновременно. Разве может такое место угрожать жизни? О да, к сожалению, вся эта красота лишает многих людей чувства самосохранения. И напрасно. Опасность кроется в неожиданно больших волнах. Многие несчастные жертвы капризов природы были смыты ими в океан. По пути в королевскую ванну вы даже можете увидеть каменную плиту, которая предупреждает об этом. Но жертвами стихии все равно становятся все новые и новые люди. Сальстраумен.
Небольшой пролив под названием Сальстраумен – это место с одним из самых сильных приливных течений в мире. Он расположен в муниципалитете Будё в графстве Нурланд, Норвегия. До 400 миллионов кубических метров морской воды проходит через пролив длиной 3 километра и шириной 150 метров каждые 6 часов. И если цифры вас немного пугают, просто поверьте нам на слово. Это очень и очень много. Но скорость течения – не единственная опасность Сальструмен. Здесь образуются мощные водовороты диаметром до 10 метров и глубиной 5 метров. Иногда случаются периоды, и пролив становится судоходным, но это происходит только во время отлива. Мало кто рискнет плыть там, где вода несется с такой скоростью, да еще и закручивается в мощные вихри. Тем не менее, Сальструмен является очень подходящим местом для рыбалки. Здесь обитают такие виды рыб, как палтус, треска и сайда. Но эти водовороты, они способны утащить на дно кого угодно, и вряд ли хоть одному человеку хватит сил, чтобы сопротивляться силам природы. Ученые утверждают, что приблизительный возраст Сальструмен составляет от 2 до 3 тысяч лет. Скорее всего, пролив – результат изменений поверхности нашей планеты в послеледниковый период. Остается только догадываться, сколько жертв за это время забрал Сальструмен. Остров Фрейзер. Австралийский остров Фрейзер считается самым большим песчаным островом в мире. Его площадь составляет 1840 квадратных километров. Это также самый большой остров Квинсленда, 6-й по величине остров Австралии и самый большой остров на ее восточном побережье. Но интересует он нас совсем не поэтому. Именно на Фрейзере до сих пор можно найти динго, которые почти не скрещиваются с обычными собаками. Это уникально для изучения данного вида, но в то же время динго представляют для людей серьезную опасность. До 1995 года на острове Фрейзер не было официальных сообщений о нападении динго на людей. В апреле 2001 года мальчик по имени Клинтон Гейдж отошел от своей семьи и стал жертвой этих диких собак. После трагедии на острове ввели штрафы за кормление динго или оставление пищи и мусора, которые могут привлечь их. В 2008 году вокруг 9 островных поселений были построены ограждения для защиты от динго. Но даже все это не гарантирует безопасность. Исследователь Квинслендского университета Ник Бейкер утверждает, что динго на острове Фрейзер ведут себя необычно. Вместо того, чтобы охотиться в маленьких стаях, эти динго научились жить все вместе и поэтому представляют еще большую опасность для людей. То и дело появляются сообщения о том, что динго нападают на туристов и кусают их. Иногда дело принимает более серьезный оборот. Однажды собака похитила годовалого ребенка и попыталась унести его в лес. Семья спала в доме на колесах, когда их разбудил крик сына. Отец увидел, что малыша тянет пес вместе со стаей других динго. К счастью, ребенка удалось спасти. Алникский сад. Некоторые растения могут спасти от смерти, а некоторые – убить. Чаще всего источники опасности растут далеко друг от друга, но все же на свете существует место, где можно встретиться со всеми этими растениями сразу. В английском замке Алник находится целый комплекс садов, и один из них обнесен специальным забором с предупреждающими надписями. Это ядовитый сад. Здесь содержится более 100 видов опаснейших растений, и потому находиться в ядовитом саду без экскурсовода действительно опасно для жизни. Сам по себе Алникский сад был заложен в 1750 году, разрушен во время Второй мировой и снова восстановлен в 1997 году. Тогда здесь еще не было ядовитых растений. Они появились в 2005-м. Основная цель сада – ознакомить людей с ядовитыми растениями, показать, как они выглядят и что может произойти от общения с ними. Ну и научить держаться от них подальше, конечно. Растут в саду абсолютно разные растения, как смертельно опасные, так и частично ядовитые. Например, там можно встретить туннель из ядовитого плюща, болиголов, клещевину, рвотный орех и бругмантию, а также множество запрещенных растений и грибов. Река Ганг. Ганг – священная река для жителей Индии. Считается, что если окунуться в ее воды, то можно избавиться от всех болезней.
а глоток воды из Ганга очищает душу. К сожалению, сегодня это все не более чем миф, причем очень опасный. Река служит источником воды для 40% населения страны, это порядка 500 миллионов человек, и при этом является одной из самых загрязненных в мире. В ее водах содержится большое количество токсичных веществ, которые увеличивают риск развития онкологии. А ведь к священной реке люди приходят ежедневно. После себя они оставляют тонны мусора, который годами никто не убирает. Местные жители признают, проблему надо решать, но пока все ограничивается действиями волонтеров. К тому же мусор на берегу не единственная и даже не главная проблема. Сюда же в Ганг попадают отходы с различных предприятий. Да, этот процесс пытаются регулировать, но этого явно недостаточно. И грязная, зараженная вредными веществами вода все равно попадает в священную реку. Добавьте сюда стоки из канализации, и станет понятно, почему Ганг считается одной из самых грязных рек в мире. Рынок Меклонг. Железнодорожные пути – место, где нужно быть внимательным и максимально осторожным. Поезд, несущийся на огромной скорости, просто не сможет быстро затормозить, даже если машинист будет очень стараться. Именно поэтому везде, где есть железная дорога, люди стараются не подходить к ней слишком близко. Но только не на рынке Меклонг. Сама по себе эта тайская железная дорога ничем не отличается от миллионов других, разбросанных по всему миру. Кроме одной детали – она проходит прямо через рынок. Меклонг – один из самых крупных рынков морепродуктов в Таиланде. По мнению местных жителей, он ничем не примечателен, кроме как разнообразием свежих и дешевых продуктов. Продавцы со своими товарами и торговыми палатками располагаются прямо на железнодорожных путях, а когда приближается поезд, то просто убирают товар в сторону. И хотя состав появляется здесь всего 4 раза в день строго по расписанию, это место все еще несет в себе угрозу. Как минимум для туристов, которые порой лезут прямо под колеса, чтобы сделать очередное селфи. Но поскольку рынок располагается на рельсах буквально за несколько десятков метров до конечной станции железнодорожной ветки, поезд идет очень медленно. Кстати, вам наверняка интересно, как получилось, что пути и рынок оказались в одном месте. Рынок Меклонг существует более века. На этом месте он был еще до того, как в 1905 году здесь пролегла железнодорожная колея. Обычно в таких случаях торговля прекращается, но рынок не только не прекратил существование, но и превратился в местную достопримечательность.